Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. До закрытия ледовых переправ в регионе стараются завести все необходимое в нужном количестве железнодорожным транспортом. Сейчас станция Нижний Бестях работает в круглосуточном режиме. Всего с начала года по 22 марта на станцию доставлено 319 тысяч тонн грузов, треть из которых нефтепродукты, почти 22 тысячи тонн продовольствия. Об этом и не только. Гость студии Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Как обстоят дела со своевременной доставкой грузов в условиях санкций? Сегодня, безусловно, основной задачей, стоящей перед правительством, перед всеми перевозчиками, это является создание продовольственного запаса на период закрытия ледовой переправы. И сегодня те грузы, которые идут по инфраструктуре российских железных дорог, приоритетно ориентированы на нашу республику. Сегодня на железных дорогах Российской Федерации находится порядка 1700 вагонов, которые направляются в нашу сторону. Из них 1200 ориентированы на Нижний Бестях. Как вы сказали и как отметили, действительно грузовой двор и тупики станции Нижний Бестях работают в круглосуточном режиме. Призываем предпринимателей своевременно, получателей грузов своевременно получать свой груз. Сегодня считаем необходимым и важным, чтобы весь объем, который мы сегодня зафиксировали, был разгружен и своевременно перевезен на эту сторону. Для этого мы, в грузовом дворе примерно 100 вагонов в день разгружается, в том числе социально значимые продукты и топливо. По информации моих коллег, имеется запасов порядка на 2 месяца, поэтому здесь, уверен, не будет какого-то ажиотажа. С точки зрения работы ледовых переправ, мы с 1 апреля вводим ежедневный мониторинг толщины льда и, соответственно, будем действовать по ситуации и поэтапно снижать грузоподъемность. Напомню, ориентировочно 15 апреля у нас закрывается ледовая переправа, но будем мониторить по ситуации. Как сильно повлияли санкции на транспортную отрасль Якутии? Да, санкции, введенные нашими недружественными странами, действительно влияют особенно на авиационную отрасль. Да. Здесь во главе угла стоит, соответственно, обеспечение запасными частями, но на федеральном уровне создан оперативный штаб по доставке и логистике необходимых компонентов. Сегодня на федеральном уровне принимаются решения, так, наши самолеты наших региональных авиакомпаний, такие как и всех российских, переведены в российский регистр. Полеты на территории Российской Федерации обеспечены, наши компании работают в штатном режиме. Более того, на федеральном уровне, да и у нас, соответственно, созданы центры компетенций, которые должны и могут и сертифицированно обеспечивать техническое обслуживание. В том числе наша авиакомпания Якутия буквально на днях получила сертификацию на техническое обслуживание Boeing 737. И продолжая тему авиации, можно ли вылететь сейчас за пределы Якутии и по каким маршрутам? За пределы Якутии, безусловно, в пределах Российской Федерации ограничений никаких нет. Мы, соответственно, с региональными компаниями «Алроса» и «Якутия», полярной авиалинии, обеспечиваем полеты в штатном режиме. Здесь хотелось бы отметить, что мы бы не рекомендовали вылетать куда-то за границу. За пределы Российской Федерации сегодня можно беспрепятственно вылететь в такие страны, например, как Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Иран, Туркменистан. В такие страны можно беспрепятственно вылетать. В остальных странах на самом деле лучше не вылетать, пока ситуация не стабилизируется. стабилизируется. Пока, да. Я думаю, это временная, мера, но в настоящее время, в ближайшее время
советуем воздержаться. А будут ли субсидированные авиарейсы для арктических районов? Да, вот хотелось бы здесь отметить отдельно, что буквально недавно, значит, корректировкой государственного бюджета были выделены дополнительные средства на внутриулусные перевозки, порядка 800 рейсов, как и в прошлом году мы планируем выполнить. Это от отдаленных населенных пунктов до районного центра. Ну и для межулусных авиарейсов к уже предусмотренным 250 миллионам вот на последнем решении Оперштаба по поддержке авиационной отрасли, соответственно, было предусмотрено еще 350 миллионов рублей, итого 600 миллионов будет направлено на субсидирование межулусных авиарейсов. Это от районного центра, арктических районов, у нас 13 районов, 14 аэропортов и до Якутска. Напомню, у нас субсидируется порядка 60% от экономически обоснованного тарифа. Если раньше было 2-3 кресла, то сейчас это будет не менее 10, а может быть и весь салон самолета субсидирован. Ну и, соответственно, глубина продаж продлена до октября месяца. Сегодня это будет очень актуально вот, в связи с летними каникулами, выездом на летний отдых, может быть, на лечение. Сегодня субсидированным билетом может воспользоваться любой гражданин нашей республики, имеющий прописку в арктической зоне и без ограничений по возрасту. Но если говорить в целом, существуют ли авиазадержки? Если они есть, то с чем они связаны? Да, вот ситуация бывает разная. Буквально неделю назад у нас особо задержек не было. Последние 2 дня у нас, даже 3, наверное, дня, существуют задержки. Это, ну, хотелось бы несколько причин отметить. Это и метеоусловия, это и регламентная работа аэропортов, аэронавигации. Вот, иногда это случается по технической неисправности воздушного судна. И, соответственно, иногда бывает, что какие-то рейсы просто объединяют ввиду низкой загрузки. Немного отойдем от темы авиации. Как обстоят дела с прохождением техосмотра транспортных средств? Значит, хотел бы отметить, очень, наверное, в последнее время резонансная тема стала, значит, автобусное сообщение и называют причины, значит, несвоевременное прохождение технического осмотра. Здесь надо признать, что отчасти, да, действительно это так. Вместе с тем хотелось бы отметить, что сегодня в связи с изменением федерального законодательства изменились требования, нормативы, соответственно, к прохождению технического осмотра. И после Нового года, до 1 марта, должны были... и так система работала очень и работает до сих пор. Единая информационная система ЕСО работает с перебоями. Это, значит, технические причины, к сожалению, не от нас зависят. Вот. Но и, соответственно, наши станции технического осмотра должны были подтвердиться по новым правилам до 1 марта в Российском союзе автостраховщиков сертификацию. Не все оказались к этому готовы. Соответственно, имели место быть паузы в работе. Сегодня, буквально с прошлой недели, эта работа восстановлена, технический осмотр преимущественно проходит автобусы, и сегодня ситуация с автобусным сообщением начинает исправляться. Как идет реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»? У нас проспект Ленина сейчас в таком состоянии, разобранном, можно сказать, находится. Как долго продлится ремонт, вообще продолжается? Если говорить о национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», то в этом году мы по региональным дорогам порядка 220 километров планируем отремонтировать, и по городу Якутску более 34 километров. Более 30 объектов будет ремонтироваться, в том числе переходящие на следующий год. У нас нет сегодня каких-то санкционных рисков для выполнения наших задач. Здесь хотелось бы отметить,
что на сегодня вот те объекты, которые запланированы, 86% из них законтрактованы. Мы, значит, не видим каких-то дефицитов и в технике, и инертных материалах, там, в битуме и в рабочей силе. Соответственно, с началом строительного сезона значит, дорожники выйдут на работы. Здесь хотелось бы обратить внимание, значит, попросить у горожан значит, отнестись с пониманием к временным ограничениям. Действительно, будет достаточно, так скажем, большой объем работ будет выполняться. Такие значимые улицы, как вот, проспект Ленина, Ильминская, Винокурова, Каландрашвили. Значит, начнем ремонт улицы Можайского, расширение от аэропорта до Мархи, этот узкий участок. Значит, в общем, уверен, что и окружная администрация, соответственно, значит, схему дорожного движения, удобную для горожан, значит, утвердит, и все будет, все пройдет, как говорится, без напряжения. По проспекту Ленина хотел бы сказать, что да, действительно работы идут в полном объеме. Соответственно, сегодня уже перекрыт участок от Курашова до Короленко. После выполнения определенного там, значит, объема работ проезд по пересекаемым улицам, по перекресткам будет открыт, но сами работы по проспекту закончатся осенью этого года. Угу. Ну и у нас остается буквально 1 минута. В этом году Якутия отмечает 100 лет со дня образования. Какие мероприятия готовит Минтранс? Ну, одним из основных наших проектов является сегодня это 100 автобусов к 100-летию республики. Мы, значит, ставим перед собой задачу обновления пассажирского транспорта. В большей части это для города Якутска. Сегодня 8 КВЗ уже пришли в Якутск. Сегодня разгружаются на станции Нижний Бестях еще 35 автобусов ПАС-Вектор. И до конца, значит, марта мы ожидаем прибытия всех, значит, оставшихся автобусов. И к 100-летию 27 апреля в торжественной обстановке хотим вручить ключи, значит, городу вот этих автобусов. Владимир Михайлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.